Привет всем! Сегодня у нас 8-й урок. Мы начинаем изучение глаголов в кыргызском языке. Глагол будет переводиться как «этиш». Сегодня мы пройдем будущее время глагола «келерчак». В кыргызском языке начальная форма глагола имеет форму существительного. «Келерчак» в будущее время отвечает на вопрос «эмне кылат» – что будет делать. Например, «ал эртең эмне кылат» – что он завтра будет делать. Ал эртең шаарга барат. Завтра он поедет в город. Будущее время глагола образуется путем прибавления личных окончаний к повелительному наклонению глаголов. Для местоимения применяются следующие окончания. Мен, мын, мин, мун, мюн. Сен, сын, син, сун, сюн. Сис, сыс, сись, сус, сюсь. Ал оканчивается просто на буковку Т. Бис, біз, бис, бус, бүс. Силер, сыңар, синер, суңар, сүйңер. Сиздер, сыздар, сиздер, суздар, сүйдер. Алар, шат, шет, шот, шөт. Если повелительная форма глагола оканчивается на согласную, то появляются соответствующие звуки А, Е, О, Ё. Как мы ранее изучали, друзья букв, да? Если на гласную, то прибавляется И краткое. Например, как я уже говорила, инфинитив в кыргызском языке имеет форму существительного. Келю – приходить. Ну, это будет не как приходить, а как прихождение, что ли. Ну, в общем, келю отвечает на вопрос «что?» Эмне. А кель – это повелительная форма глагола, и нужно будет выучить, но для преобразования глаголов нужно учить повелительную форму глаголов. Например, кель – приходить. Мен – келемин. Добавляем е, так как корень заканчивается, глагол заканчивается на согласную. Е добавляем, потому что предпоследняя гласная е. Как мы уже ранее изучали, е и е – это друзья. Мин – это окончание, которое вот мы только что прошли, окончание местоимений, да? Первого, второго, третьего лица. Мен келемин – я приду. Сен келесин – ты придешь. Сис келесис – вы придете. Ал келет – он придет. Бис келебис – мы придем. Силер келесинер – вы придете. Сиздер келесиздер – вы придете. Алар келишет. Далее. Джазу – писать. Повелительная форма глагола джаз. Мен джазамын – я буду писать. Сен джазасын – ты будешь писать. Сис джазасыз – вы будете писать. Ал джазат – он или она будут писать. Бис джазабыз – мы будем писать. Силер джазасыңар – вы будете писать. Сиздер джазасыздар – вы будете писать. Алар джазышат – они будут писать. Ойно – играть. Ойно – повелительная форма глагола, поэтому добавляем к окончанию к слову ойно. Мен ойной мун. Как ранее проходили, если заканчивается на гласную, то добавляем буковку и краткую, да? Почему мун? Потому что здесь о, да? Мен ойной мун. Я буду играть. Сен ойной сум. Ты будешь играть. Сис ойной сус. Вы будете играть. Ал ойнойт. Он или она будет играть. Бис ойной буз. Мы будем играть. Силер ойной суңар. Вы будете играть. Сиздер ойной суздар. Вы будете играть. Алар ойношот. Они будут играть. Если повелительная форма глагола заканчивается на и краткое, то вместо и-о пишется ё. Вместо и-а пишется я. Например, кою в повелительной форме кой заканчивается на и краткую, поэтому при добавлении окончаний и-о превращается в ё. Мен койомун.
я положу. Если последняя буква повелительного форма глагола оканчивается на букву К и П, то она меняется на Г и Б. Чигу – выходить. Чик – это повелительная форма глагола. Мен – чигамын. Как вы видите, буковка К сразу меняется на Г. Мен чигамын. Я выйду. Сен чигасың. Ты выйдешь. Сиз чигасыз. Вы выйдете. Ал чигат. Он выйдет. Біз чигабыз. Мы выйдем. Силер чигасыңар. Вы выйдете. Сиздер чигасыздар. Вы выйдете. Алар чигышат. Они выйдут. Также при помощи вышеуказанных окончаний можно составить глагол неопределенного времени. Например, сюю – любовь, сюй – любить. Мен сүйемін – это я люблю. То есть и раньше любил, и сейчас люблю, и буду любить, наверное. Ну, неопределенное время. Новые слова. Сначала буду читать начальную форму глагола как существительного, далее повелительная форма глагола, к которому нужно добавлять окончание, и далее перевод. Тарту – тарт, рисовать, либо тянуть. Каро – кара, смотреть. Келю – кель, приходить. Кету – кет, уходить. Кирю – кир, входить, заходить. Чиру – чик, выходить. Оңдо – оңдо, чинить, ремонтировать. Бару – бар, идти, ехать. Джазу – джаз, писать. Оку – оку, читать. Ойлону – ойлон, думать. Түшүнү – түшүн, понимать. Түшүндүрү – түшүндүр, объяснять. Жолугу – жолук, встретиться. Эсалу – эсал, отдыхать. Вот, например, в будущем времени я буду рисовать. Мен тартамын. Я буду смотреть. Мен караймын. Я приду. Мен келемин. Я уйду. Мен кетемин. Я зайду. Мен киремин. Я выйду. Мен чыгамын. Я отремонтирую. Мен оңдоймун. Я поеду или пойду. Мен барамын. Я напишу. Мен жазамын. Я прочитаю. Мен окуймун. Я подумаю. Мен ойлономун. Я пойму. Мен түшүнөмүн. Я объясню. Мен түшүндүрөмүн. Я встречусь. Мен жолугамын. И я отдохну. Мен эс аламын. Если сложное слово состоит из двух слов, да, то добавляем окончание только ко второму слову. Мен эс аламын. Я отдохну. На этом 8-й урок закончился. Нужно запомнить то, что окончание для глаголов мы добавляем к повелительному наклонению глаголов. Да? То есть изучать, наверное, лучше сразу повелительное наклонение глаголов. Нужно выучить окончание. Далее нужно выучить то, что после согласных ставятся гласные буквы, после гласная и краткая. Мен келемин, мен жазамын, мен ойноймун. И надо также запомнить, что если слово заканчивается на и краткую и добавляется о или а, то вместо ё и о пишем ё, вместо и а пишем я. Например, мен коёмун, я положу. Далее, если к, то меняется на букву г. Мен чыгамын. И также есть слова, например, сюю, любовь. Я, например, тебя люблю. Мен сени сүйемін. Это не означает, что в будущем вы будете любить. Ну, это означает, что сейчас и всегда. Мен сени сүйемін. Надо будет выучить новые слова, но желательно в повелительной форме, наверное, для того, чтобы легко было добавлять окончания, да? Ну, я думаю, в принципе,
все понятно объяснила. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Осталось у нас еще 2 урока. И эти 2 урока мы будем изучать прошедшее время глагола и настоящее время.